Пожалуйста, Виктор Николаевич. Уважаемый Александр Сергеевич, уважаемые коллеги, нынешний отчет о результатах деятельности исполнительной власти проходит под знаком специальной военной операции. Президент выступил нашей страны, Владимир Владимирович Путин, на параде 9 мая, обратился к стране и сказал, что идет настоящая большая война. Мы все поддержали спецоперацию на Украине, и все несем за это личную ответственность. В республике с первых дней по сегодняшний день проведена большая работа по оказанию всесторонней помощи воинским частям. Об этом подробно Александр Сергеевич остановился. Хочу лишь подчеркнуть, что нужно отметить хорошую координирующую роль со стороны руководства республики, всех органов власти, общественности, партий наших, госсобрания, депутаты всех уровней участвуют в этой работе. Нужно отметить, что наша республика уже с 2014 года оказывает гуманитарную помощь ДНР и ЛНР. Уже в 2015 году в Якутске мы провели большой благотворительный концерт «Якутия детям Донбасса». Взяли шефство над детскими домами и многое сделали. Президент Российской Федерации говорит, надо мобилизовать все ресурсы. И наша фракция в Государственной Думе внесли закон о национализации. Ведь без этого проблему не решить. Внесли законопроект о нормальной налоговой политике. Ведь олигархи по-прежнему умыкают деньги из страны. Внесен законопроект о поддержке народных предприятий. Однако парламентское большинство, как подчеркнул Геннадий Андреевич Зюганов, провалило все эти законы. На взгляд нашей партии наступило такое время принятия исчерпывающих решений, повысить прожиточный минимум, вернуть пенсионный возраст, принять закон о детях войны и другие необходимые меры для поднятия уровня жизни населения. В отчете главы республики отражены многосторонние меры по решению стоящих проблем, но тем не менее остановлюсь на некоторых из них. Остаток финансовых средств по итогам 2022 года составляет 28 миллиардов рублей, в том числе развитие транспортного комплекса. Не освоено бюджетных средств 870 миллионов. В том числе неосвоенные средства, предназначенные для взлета и посадки посадочных площадок. Не выполняются ранее принятые решения. Так, например, правительством ранее была принята программа сокращения расходов на санитарную авиацию за счет привлечения малой авиации. Но ничего не произошло, не сумели сделать. В 2022 году на санрейсе затрачено 1 миллиард 732 миллиона рублей. Это прежде всего только вертолеты Ми-8. Никакой малой авиации не используется. Необходимо проанализировать причины неосвоения средств и принять меры недопущения этого. Все больше в строительстве используется форма государственно-частного партнерства. Но нет анализа эффективности использования этих средств государственных. Цена, к примеру, 1 метра квадратного, где строят по этому принципу, при строительстве жилья остается очень высокой. Государственного строительства жилья нет, а бизнес при строительстве зачастую нарушает требования по внутридворовым территориям, по благоустройству. 6 июня глава республики Александр Сергеевич принял очередное распоряжение, которое создали рабочую группу по борьбе с бедностью. Но ситуация сильно не меняется. Хотя на эти средства по информации Минэкономики докладывает, что уже для снижения доли населения с доходом ниже прожиточного минимума в 2022 году было выделено 60 миллиардов рублей. Значительная сумма. Но, тогда посмотреть эффективность этих средств. А сегодня 155 тысяч населения, очень много, среди них 40 тысяч детей. Протокольно в Госсобрании внесли ранее предложение ежегодно отчитываться за результаты работы по борьбе с бедностью, но ни одного отчета не было. Вопросы заработной платы. 95 тысяч средняя заработная плата, но ее получают всего лишь 13-15%. Но нужно проанализировать и другие категории, которые это не бюджетные средства, там же совершенно другие цифры. Поэтому здесь нужно сосредоточиться на нерешенных проблемах. Это вопросы энергетики. Здесь уже вопросы задавали, Александр Сергеевич говорил, но тем не менее, что
больной вопрос, связанный с повышением тарифов на электроэнергию в 2,5 раза для бюджетных потребителей. И потребителей в сфере ЖКХ и в Арктике. Какие предусмотрены механизмы, мы услышали. Спасибо.